Вылезай, вылезай, дальше. Вот такой экзамен нужно выдержать, чтобы стать обладателем крапового берета. Борьба длится 4 дня. Сегодня последний и самый сложный. Испытание, как на поле боя. Стреляют даже из боевых машин. На первый этап, 12-километровый марш-бросок, в полном боевом снаряжении вышли 55 бойцов со всего Приволжского округа. Почти для каждого это не первая попытка заполучить краповый берет. Те, кто не прошли испытания, значит, работают над своими ошибками и готовятся к следующим квалификационным испытаниям. Есть военнослужащие, которые с 10-го раза сдают там. Вот я знаю, кто-то больше может быть. 28-летнему Юрию Миланину сегодня снова не повезло, но это только укрепило его боевой дух. Первый раз сошел на марш, сейчас не получилось на высотной подготовке. В следующий раз, я думаю, что все получится. Разбор автомата на скорость, штурм здания тоже на время. Самому молодому бойцу 22 года, но есть и те, кому за 40, и кто уже не работает в спецназе. Главное требование – прослужить в отряде не меньше года. Последний этап состязаний, возможно, не самый зрелищный, но точно самый драматичный. Сил у ребят практически не осталось, а впереди еще 12 минут рукопашного боя, 4 раунда. И здесь важно не только выстоять на ногах, но и активно вести бой. Краповый берет для спецназовцев – главный символ их подразделения. Его обладатели – настоящая воинская элита. И только они знают, насколько тяжело в нее попасть. Сегодня из 55 претендентов берет вручили лишь 4. Это ребята из Татарстана, Башкирии и Нижегородской области. Краповый берет настолько дорог для его обладателя, что просьба в нем сфотографироваться считается дурным тоном. Юлия Гоглева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.